И тогда станет точно, доподлинно ясно, сколько человек в городе ездит на автобусах, какие маршруты необходимы людям, где с какого маршрута чаще всего пересаживаются, и будет полностью понятен каркас того, какой должен быть общественный транспорт в городе. И мы сделаем новые маршруты, исходя из этого мира. Новые маршруты и автобусы. Вот мы, не дожидаясь результатов этих исследований, научно-исследовательских работы, результатов, мы уже в прошлом году совместно с правительством республики, благодаря их поддержке, значит, они выделяли, значит, на 100 миллионов, на 100 автобусов 100 миллионов для того, чтобы первый платеж сделать по лизингу. Далее мы закупили для города Якутска эти 100 автобусов. Значит, 65 взяла ЕПАК, 35 взяли частники. Мы уже запустили 100 автобусов на городские улицы. 90 из них завершают по городу Якутску, по пригородам нашим, по городскому округу, 10 ездят между муниципальными. 100 автобусов одновременно не закупалось никогда. К слову, техника ЕПАКа полностью поменялась. Это вот, задача, ту, которую я себе ставил, когда шел в избирательную кампанию и излагал в своей избирательной программе, было обновить 40 автобусов. Да, по факту мы обновили 100 уже. На следующий год еще 100 закупаем для города. Не дожидаясь, придут результаты МИРа, мы эти автобусы перетасуем по новым маршрутам и поймем еще дополнительно, сколько нужно закупить среднемагистральных, крупных автобусов, маленьких микроавтобусов, для того, чтобы сеть могла захватить, начиная от частного сектора, заканчивая центрами притяжения. Вот это вот и есть реформа общественного транспорта, которую я имею в виду. Здесь же также для повышения качества, улучшения графиков работы мы точно начнем переходить на бруттоконтракты. Сегодня уже мы работаем по принципу бруттоконтрактов по междугородним перевозкам. Мы понимаем, как это должно быть сделано в городских маршрутах, тогда мы будем бороться не за количество людей, которые ездят в автобусе, а за соблюдение графика. То есть автобус должен ездить как часы. Вот это задача. Сегодня сложность первая, значит, это с водителями, значит, это с автобусами. Мы ее с автобусами решаем, с водителями решаем, но здесь тоже вопрос того, что уровень оплаты труда требуется соответствующий, да, здесь тоже вопрос тарифов, вопрос стоимости проезда автобуса. Здесь мы плотно ведем работу с частниками. Союз Авто сейчас выставила в окружную администрацию, значит, по нерегулируемому тарифу, по городскому тарифу сделать проезд 45 рублей. Но это очень большой скачок, я понимаю, что так нельзя делать. И необходимо остаться как минимум в размерах инфляции. Но они говорят, дорожает топливо, дорожает запчасти. В рамках инфляции еще ниже, потому что это очень существенно для людей. Для людей тема проезда в автобусе очень дорогая. Но к этому надо возвращаться, раз мы хотим, чтобы ездить на новых автобусах, если мы хотим, чтобы автобусов было больше, соответственно, водители должны получать достойную оплату труда. И для этого, это все идет с тарифа. Это по общественному транспорту. Заключать соглашение надо тогда, когда будут понятны все цифры. Вот. Цифры будут понятны в конце первого квартала 2023 года. Значит, по сельскому хозяйству, смотрите, у нас городской округ.